Мы продолжаем проект «Мастер своего дела», и у нас в гостях заслуженный артист России, главный режиссер Осетинского драматического театра Тамерлан Сабанов. Тамерлан, здравствуй! Очень рад я, что ты у нас в гостях. И мой традиционный вопрос всем на этом проекте: с чего началось все? С чего началась любовь к искусству, к театру? Скажу, любовь к театру началась с любви к кино. Значит, мы жили рядом с сельским клубом в селении Куртат. И когда шли дожди проливные, я знал, что если я встану около дверей, то сердобольная контролерша Антонина, она обязательно пожалеет меня и скажет: И я любил смотреть индийские фильмы, потому что индийские фильмы всегда кончаются добром. И это меня, сироту, я был самый младший в семье. Когда папа погиб, мне был годик, а старшему брату было 10 лет. И вот так мы 5 детей остались сиротами. И для мальчика, который с 4-5 лет должен был по хозяйству выполнять какие-то трудовые, значит, поручения, отдушина была вот кино. Я помню эти фильмы: и «Бродяга», и «Цветок в пыли», и «Зита и Гита». Фильмы, которые всегда кончались добром. И я, сперва поплакав и пожалев героев, они же наивные индийские фильмы. Для детей все было понятно. И поплакав сперва над героями, потом все заканчивалось хорошо. И я с таким хорошим настроением возвращался домой, а дома меня ждал старший брат. И очень выговаривал: где ты был, почему мы не знали, где ты находишься. И я свою долю, значит, выговоров и, значит, иногда и оплеух получал. Вот оттуда началась моя любовь к искусству. Первый год я поступал, почему-то мы в классе все договорились, что будем поступать в военное училище. Нас было 5 друзей, и мы договорились все поступать. Школа тоже в Куртате была, Нет, да? школу я заканчивал. Школа-интернат Северокавказской железной дороги. Там обучались дети всех железнодорожников Северного Кавказа. Все национальности, все Северный Кавказ весь был в этом нашей школе-интернате представлен. И мы, и чеченцы, и осетины, и кабардинцы, нас было 6 друзей, договорились поступать почему-то в военное училище. Почему в Ленинград решили поступать в военно-политическое училище? Ну, друзья, там, значит, как бывает, школьные друзья. А оказалось на поверку дня, что приехали только 2 человека, я и еще один кабардинец. Мы поступали, значит, и первые экзамены, которые были связаны с физической подготовкой, 5. Ну, сельский парень физически занимался всегда. Кирка и лопата, лом, тяпка были, коса были мои друзья. Все детство мое, с 10 лет я уже косил сено. И потом тесты психологические, тоже почему-то я получил 5. Ну, психологические тесты, они тоже были включены в экзамен. Но математика, значит, я получил 2. Ну, первый вопрос я ответил. Углы с, соответственно, параллельными сторонами по геометрии я до сих пор помню. Я тоже ответил на 5. Но когда вот математическую задачу я не смог решить. И когда экзаменующие поняли, что за моей спиной никого нету, то они поставили мне 2. И поезд отстукивал мне вот колеса. Когда, значит, под стук колес, почему-то мне 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Вот так они отстукивали мне всю дорогу. Я, значит, у меня замирало сердце от того, что когда я приеду в родное село с чемоданом своим, как я скажу, что я получил 2. Это было сильнейшее напряжение моих психологических сил. Но пришлось вот это пережить. И потом я работал в Ремстройтресте, строительной организации, сперва бетонщиком, потом каменщиком. Это был 1979 год.
были сильные морозы, и нас попросили написать заявление, прошу предоставить отпуск, потому что раствор замерзал и невозможно было работать. Мы написали заявление, я ушел в отпуск вынужденный, сидя дома у себя в Куртате, значит, приезжает по тревоге, срочным образом приезжает моя сестра, старшая Козета, и говорит: давай собирайся, надо поступать в театральный институт. Как? Какой театральный? Да, давай собирайся. Набирают еще дополнительный набор в театральный институт имени Щукина. 5 человек, и я хочу, чтобы ты поступал. Начала меня в городе готовить. Басня, прозаический отрывок, стихи. Все это мы подготовили программу. Привела она меня, добилась встречи с Саламовым Николаем Михайловичем. И в гримерной я все это выдал, всю свою программу. И он глубоко вздохнул, Царство Небесное, Рухшагот, и говорит: я вижу, ты хороший сельский парень. Я вижу, что ты порядочный парень. Я бы не хотел, чтобы ты поступал в театр. Я говорю: почему? Потому что это трудный путь. Потому что это неблагодарный и трудный путь. Такого ответа от народного артиста, он тогда уже был, по-моему, или заслуженной России уже был. Мне было странно услышать. Я думаю, нет, наверное, все-таки он не хочет, чтобы была у него конкуренция в лице молодежи. Ну, какие-то свои мысли. И почему-то я все-таки решил поступать. Сперва, значит, нас было 30 человек. Значит, на одно место 5 человек получалось. Прошел отбор здесь, в Северной Осетии. Приехали педагоги Щуки. 30 человек прослушали, и нас 5 отобрали. И 5 человек мы, приехав в Щукинское училище, еще со всеми вместе сдавали экзамены с русскими курсами. Из 5 человек осталось только 3. Нет, мы дополнительный набор. Вы добирались на Остинскую студию. Это были Царев Валерий и Качмазов Лазарь. И я. Вот таким образом за 1 год мы занимались с утра до поздней ночи. Нам пришлось за 1 год пройти программу и 1-го года обучения, и 2-го года обучения. И, то есть программу 2-го курса мы вместе с ними, а потом еще оставались дополнительно. И до поздней ночи с нами занимались программой 1-го курса. Вот так у нас обстояло. Первый год обучения это было очень большое напряжение интеллектуальных и физических сил. И вот 80-й год случился. Закончили, приехали мы, поскольку это был год Олимпиады. Олимпийские игры проходили в Москве. И надо было освободить великолепное наше общежитие, в котором проживали. Это было вообще общежитие уникальное, потому что там проживали и оперные певцы, и музыканты, и актеры, и живописцы, художники. То есть дом учащихся учебных заведений искусств, так он и назывался, ДУУЗИ. И вот это огромное общежитие надо было освободить для того, чтобы могли приехать олимпийцы и, значит, могли сперва сделать ремонт, а потом могли вселиться туда олимпийцы. И нам устроили, значит, ускоренный выпуск. Мы уже в марте месяце выпустились. 19 марта 80-го года мы уже переступили порог Остинского театра. Мы привезли очень шумный на то время. Впервые, наверное, Осетия увидела мюзикл «Исаакская история». Это было явлением, театральным явлением в республике, в театральной жизни республики. И просто на улицах на нас пальцами показывали: это они, студия, которая привезла «Исаакскую историю». И в тот же год были гастроли, отчетные гастроли в Москве, и этот спектакль был включен в состав отчетных гастролей в Москве. В том числе
Я получил роль в этих отчетных гастролях, получил роль шахтера в спектакле «Орлиная гора» по пьесе Давида Тимираева, где я имел счастье сыграть в одном спектакле с великим нашим Болот Хапсаевым. Это был его последний спектакль. После этого он уже, после гастролей, уже на сцену не вышел. Вот так начиналась моя театральная жизнь. Как приняли в театре? Одно дело, зрители на улице пальцем показывали и узнавали, и говорили, вот они. А в театре как это воспринялось? Я скажу тогда одной фразой. Вот то, что мы называем «Ирон Гдау», вот тогда в Остинском театре крепок был этот Ирон Гдау. Потому что доброжелательные старшие, которые не словами воздействовали, вот как надо себя вести, делали замечания или как-то поправляли, или делали... Они своим сутью своей человеческой и своим поведением они давали пример того, как надо служить театру, и как надо вести себя в театре, и как надо быть вообще... Вот те знаменитые слова, извините за тавтологию, «быть знаменитым некрасиво». Настолько все были скромные, а они были звезды настоящие. И Хурумов Урузмак, и Федя Каллагов, и Исаак Гугин. Я всех не могу перечислить, но была великолепная плеяда. И я считаю себя очень счастливым человеком, что я успел поработать в то время в Остинском театре, когда там были настоящие служители театра, которые полностью отдавались. И вот эта фраза на остинском «Шаигарей, сцена марштой», это было дословно, потому что они полностью отдавались своему делу. Никто никогда не сказал «я болею», никто не сказал «я не могу», никто не сказал «ты плохо играешь», или наоборот, доброжелательность к молодежи. Саштуар Жонзинад, желание помочь, неподдельное. Вот смотрите, как я молодым актерам помогаю. А просто отведет тебя в сторону, чтобы никто не видел и не слышал. Отведет тебя в сторону и очень деликатно скажет тебе пару слов, которые помогут тебе создать убедительный характер, убедительную роль. Помогут. В национальном театре надо обладать именно тем менталитетом, театр национальности, который ты представляешь. И в этом смысле тогда все было здорово. Вот стоим мы, да, молодежь. Да. Стоим молодежь, шутим, анекдоты рассказывают. И кто-то сказал, и кайф идет, и кайф басов, и кайф. Кто курит, они бросали курить. Кто, значит, у кого, значит, как-то рубашка выползла или пиджак как-то косо, он поправлял свой пиджак, поправлял головной убор. То есть не потому, что мы боялись, а потому, что мы уважали наших старших, а они любили и добрым глазом смотрели на младших. Это удел каждого поколения, когда человек... Вот, мы же знаем примеры, книги, произведения есть на эту тему, да, там отцы, дети и так далее. То есть вот разница поколений, что каждый раз человек задумывается о прошедшем времени, и идеализирует его. Прошедшее время. Нет, дорогой Либо мой это на самом деле так происходит. Я бы тоже хотел так думать. Но, Давид, дорогой, духовности становится меньше. Культуры становится меньше, человечности становится меньше, доброжелательности и искренности становится меньше, а не потому, что я вот старый, и я консерватор, и я вот вспоминая свою юность, говорю, как тогда было хорошо. Нет, Давид, вот этих вещей, которые я выше перечислил, их становится меньше. А культура и гуманитарии вообще без этого
наше будущее очень плачевно. Ты сам видишь, что в жизни больше агрессии становится. Ты сам видишь, сколько неискренности, сколько фальши, сколько желания казаться, не быть, а казаться, сколько вот этого в жизни. И поэтому я считаю, что нам, маленькому остинскому народу, сейчас надо так работать, нам надо так работать, чтобы как-то остановить этот процесс. Остановить процесс, вот эта глобализация или какая зация, я не знаю, но она грядет. И вот как вот сейчас асфальт делают у нас в городе во многих местах, вот как каталка вот эта асфальтная, она просто все подминает под себя, вот эта глобализация, вместо настоящей культуры, эрзац, вместо классических каких-то вещей, которые требуют от зрителя соучастия, сочувствия, значит, интеллектуального какого-то напряжения для того, чтобы понять, что хочет сказать художник этой картиной, что хочет композитор через эту музыку выразить, что хочет вот это слияние культуры и тех, кто является созерцателями культуры, вот чтобы эта нить, связующая от сердца к сердцу, жизнь человеческого духа на сцене, чтобы она обязательно трогала сердца людей, которые сидят в зале. А для этого надо очень все просто. Надо быть искренним, и надо проживать все предлагаемые обстоятельства, которые задаются автором, по-настоящему. Великая, реалистическая, российская театральная школа проживания. Не инсценировать, иллюстрация чувства не должна быть. А ты должен проживать то, что дедушка Станиславский называл жизнью человеческого духа. Она должна быть. Этот дух должен быть на сцене. И тогда по закону, это закон, это прана, то, что индийцы называют, это энергия со сцены, она обязательно проникает в сердца людей. И они выходят совершенно другие из зала. Происходит этот катарсис, о котором мы много говорим. Происходит какой-то скачок, меняется качество жизни людей после очень хороших спектаклей, после очень хороших концертов, после какой-то выставки авангардной, которая наталкивает на какие-то новые какие-то мысли, расширяет кругозор, мышление. Человек заходит одним, а выходит совершенно другим. А еще больше. Гарсиа Лорка сказал, театр должен, говорит, быть таковым, куда люди приходят толпой, а уходят народом. А, кстати, вот красиво говорить мы все научились. Вот я о себе тоже говорю. Может быть, я о себе тоже. Говорить и делать – это разные вещи. Сейчас столько информации, столько возможностей, значит, научиться говорить, и в то же время столько фальши, потому что красиво говорить – это одно, а красиво делать – совершенно другое. Люди, которые со стороны к нам приезжают и слушают наши тосты, они в шоке бывают от красоты наших тостов, от красоты наших речей. Но вот если бы хотя бы 80%, 70% наших тостов и речей за столом реализовывались в жизни, то, наверное, все обстояло бы совершенно по-другому. Я о себе тоже говорю. Я себя не отстраняю. Тамерлан, вот приехали, влились в театр.
Сколько уже времени прошло? Сколько вы в театре? С 80-го года. Значит, я в 86-м году... 42 Нет, года? я уходил из театра. Я в 86-м году ушел из театра. Не очень складывались мои отношения с руководством театра. А почему? Георгий Дементьевич взял меня на карандаш. А почему? Потому что я, значит, был рупором студии. Ну, та студия, которая приехала, мы как-то обособленно существовали в театре. Но вот меня сделали рупором всех обращений к руководству. Значит, допустим, какие-то бытовые проблемы или какие-то другие социальные проблемы. Тамерлан, ты скажи на собраниях, ты скажи. Ну, а почему я? Ну, ты хорошо скажи, ты скажи. И я вставал, народ просит, я вставал и обращался, Георгий Дементьевич, а вот хорошо было бы, если бы в этом спектакле был второй состав, и в этом втором составе были вот те ребята, которые сейчас влились в труппу, ну, какие-то вот такие вопросы. И меня заметил Георгий Дементьевич. И, значит, я перестал получать роли. Вот вплоть до вот так? Ну да, не был востребован, скажем так. И я тогда ушел в Министерство культуры, Дом народного творчества и работал режиссером массовых зрелищ. Это праздник первой борозды, праздник первого урожая. В районных центрах устраивали такие праздники. Кстати, народ очень хорошо веселился на этих праздниках. Все продукты дешево продавались, устраивали пляски, танцы. Кузов машины открывался, все борта открывались и превращали в сцену. И там и танцевали, и пели. И, в общем, было весело. Весело было. Так что вот такие организовывал я массовые зрелища в районных центрах. Потом мой друг Эльбрус Песлякоев, который в то время уже работал в театре «Каскадер» в Москве у Мухтарбека Кантемирова, сказал: а не хочешь ли ты работать вместе со мной в театре «Каскадер»? Я говорю: да, хочу. Ну, приезжай. Я поехал в Москву и посмотрел спектакль, который они показывали в Битцах, конный центр Битцы. Спектакль назывался «Легенда о золотом руне и верной любви». И я посмотрел спектакль, и когда на моих глазах стреляют из лука в человека в спину, и он с 3 метров или 6 метров падает, когда на твоих глазах человек горит, когда на твоих глазах человек падает с лошади или тянут его, привязав к седлу за собой. Короче, трюки прямо на твоих глазах. И все это по законам театра, когда вот мы зрители с этой стороны, а все, что происходит, это напротив тебя, все по законам театра, а не по закону цирка, как до этого все происходило. Он же основатель театра конного Мухтарбек Кантемиров. И когда я посмотрел все это, великолепные трюки, все, и он позвал меня к себе в кабинет, сказал: ну как тебе? Да жардама фасудиш, а на кушт. Он с акцентом разговаривал. Я говорю: да, очень понравилось. Но вот это не понравилось, вот то не понравилось, вот это не понравилось. И он так раз... Я, значит, высказал то, что мне показалось можно улучшить. И он говорит: садись, пиши заявление. Я написал заявление: прошу принять меня в качестве актера «Каскадера». Ты неправильно написал. Почему? Пиши: прошу принять меня в качестве режиссера. Вот молодой парень, все, сколько мне тогда было. Единственного конного театра на то время, единственный в мире, наверное, был режиссером. Вот то, что ты сказал, ты будешь исправлять. Там предстояли у них гастроли в Болгарию, в Варну. И я вот то, что считал несоединенные какие-то куски,
композиционно. Надо было выстроить в единый сюжет. И я вот эти отдельные зрелищные куски превратил, я считаю, что это моя заслуга, превратил в единый сюжет, в единое действие, превратил это все в спектакль настоящий. Я поработал очень честно. Но, к сожалению, на гастроли меня не успели взять, потому что уже они подали заранее документы, меня не успели подать. Но был мне такой подарок. На целый месяц мне взяли путевку в санаторий подмосковный, приставили ко мне тренера по выездке, высшая школа верховой езды. И каждое утро я имел счастье. Для меня седлали коня. Я сперва в санатории вставал, завтракал, потом шел рядом к конюшне, там уже седлали мне коня, и я вместе с тренером выезжал в подмосковные поля, и он меня учил в высшей школе верховой езды. И, кстати, это мне помогло в том, чтобы я получил лауреата государственной премии в спектакле «Отверженный ангел», потому что и конь был у меня шикарный, арт. И, видимо, вот эти уроки в Подмосковье недаром не прошли, и мы были как единое целое с моим конем. В общем, я за эту роль в «Отверженном ангеле» по пьесе Шамиля Джикаева «Царство небесное», Рух Шагот, вот получил за роль Эльберта в этом спектакле, один из самых молодых лауреатов премии Костаф Тагуров, государственной премии Костаф Тагуров. Так. Я горжусь этим. Кстати, юбилей у вас, да? Да. 65 буквально 2 числа был, да, день рождения? 65 лет прошло. Днем рождения. Спасибо. Спасибо, брат. Дело в том, что в данных предлагаемых обстоятельствах, а мы знаем, какие предлагаемые обстоятельства, кстати, меня очень раздражают вот эти пляски на площади Свободы, когда наша молодежь устраивает пляски и веселье. Я считаю неприемлемым, я считаю неправильным, потому что сегодня предлагаемые обстоятельства в нашей республике и в России таковы, что надо бы воздержаться от таких массовых гуляний и веселий. Поэтому скромный мой юбилей прошел в составе самых близких моих родственников. И посидели, повспоминали. И был повод собрать своих родственников, потому что очень много поводов нехороших. Поэтому лишний раз собрать родственников по хорошему, радостному поводу. Радоваться, конечно, так, как бы хотелось, мы не могли, но порадовались друг другу. Все получилось из того, что хотелось? Или, как у всех, есть какие-то вещи, которые прямо очень хотелось, но в силу уже упущенного времени уже это не получится никогда? Дело в том, что всегда надо исходить из себя. Если не получилось, то не получилось не потому, что кто-то тебе помешал, а не получилось потому, что ты сам что-то недоработал. Поэтому я считаю, что то, что получилось, получилось. И это получилось в соответствии с моей отдачей и в соответствии с моей работоспособностью. А что не получилось, еще может получиться, потому что я в очень хорошем возрасте, когда я уже знаю, как надо делать и дело, и знаю, как надо жить, и знаю, как надо профессионально нести свое дело. У меня есть еще силы, но я знаю уже, как это делать, и как жить с людьми, и как работать. И поэтому, конечно, столько, сколько я прожил, я уже не проживу. Но есть еще силы,
И я думаю, что будет день и будет пища. Я смотрел Битарова спектакль. Один из последних, «Палата номер 6». Да, на меня это произвело впечатление. Очень талантливая работа. Не могу сказать, что прям все было безупречно. Нет, я бы нашел там, конечно, и ошибки, и вы сами их находили там. Но очень талантливые были проявления, яркие. Расскажи про это, как работа шла. Работа шла очень интересно, потому что всегда новый человек в профессии – это новая волна. Это новая волна в любом случае. А такой парень и такой интересный человек, личность, как Александр Битаров. Вот, кстати, я хотел спросить, вот уже, то есть, получается, педагог играет в спектакле своего ученика. Да, то есть, да? Ну, вот тут вот как бы. Вот было очень интересно, потому что мой бывший студент ставит спектакль, а почти во всех моих спектаклях он играет. И оказаться ниже своих возможностей в спектакле, который мой ученик ставит, бывший студент, это, конечно, было бы нежелательно, мягко говоря. Поэтому я поработал честно, поработал очень радостно было, мне с ним легко было работать. И всегда человек в профессии, новый человек в профессии, еще раз повторюсь, если это такая личность ответственный, он очень ответственный, талантливый, интеллектуально соответствующий уровню Чехова, это тоже немаловажно. Если ты ставишь Чехова, ты должен соответствовать уровню интеллекта Чехова. И я считаю, что здесь все сложилось, и поэтому работа интересная. Конечно, все, что он задумывал, у него, может быть, и не реализовано. Это интересно будет зрителю. Мы несколько раз уже показали. Теперь этот спектакль мы везем, кстати, везем на фестиваль, театральный фестиваль «Федерация». Это единственный федерального значения театральный фестиваль. И на этот фестиваль наш спектакль отобрали, и мы в сентябре, 14 сентября, должны этот спектакль в городе Грозном показать. Театральный фестиваль «Федерация». То есть не вы его сами, а организаторы фестиваля? Организаторы фестиваля выбрали этот спектакль. Да. Когда я вспомнил свое пребывание в Буэнос-Айресе, куда мы с гастролями поехали с театром «Нарты», и мы в очень критических ситуациях находились, и голодали, и безысходность какая-то была, мы не знали, когда мы оттуда выберемся. Наши гастроли не состоялись, потому что мы опоздали с гастролями, уже холода пошли. Для Буэнос-Айреса это было уже 15-17 градусов, это у них уже холодно считалось. Ну, у нас 3-4 спектакля все-таки мы показывали. Шикарные спектакли, шикарное шоу. Это шоу, если бы кто-то заснял это действо на камеру, вот с современными возможностями, это было бы шикарный, не знаю, спектакль, который бы в Ютубе, наверное, имел бы рекордное количество просмотров. Действительно было очень здорово сделано. И танцы, и песни, и конные трюки, и вся культура Осетии была полностью представлена в этом спектакле. И вот, когда наши гастроли сорвались, мы расторгли контракт, а новый контракт мы не смогли заключить. Мы хотели заключить контракт, где могли бы выступать в закрытых помещениях. Мы же на открытом пространстве выступали, на открытом пространстве. Но один контракт мы расторгли, а другой не смогли заключить. Потому что в это время в Буэнос-Айресе произошел какой-то теракт, и все значит, заграничные коллективы, нежелательно было присутствие их. Как-то вот так нам объясняли. Но мы задолжали порту. Это самый дорогой порт в мире, в Буэнос-Айресе. От нашего порта до
президентского дворца было 15 минут ходьбы. То есть порт прямо врезается в центр Буэнос-Айреса. Это самый дорогой порт в мире. И мы задолжали страшную сумму. Я сейчас боюсь ошибиться, но если бы не Галазов, то мы бы, наверное, там и бомжевали, наверное. Весь бюджет сельского хозяйства, годовой бюджет сельского хозяйства вынуждены были послать в Буэнос-Айрес, чтобы нас оттуда вызволить из этой кабалы долгов. Потому что простояли мы долгое время. И это было где-то $1 миллион с чем-то долларов. По тем временам, 93-94 год. Я к чему это рассказываю? И вот, находясь там, конечно, какие-то знакомства появились, какие-то друзья, знакомства. Ты не представляешь, какое это было расставание. Я никогда в жизни это не забуду. Вот корабль наш отчаливает, а на берегу стоят человек 200, и все одновременно начинают плакать. 200 человек. Кто навзрыд, кто всхлипывая, кто просто молча слезы проливает. И я тогда понял, что осетины мы можем гордиться собой, потому что мы оставили там в душах людей такой след, что они, провожая нас, плакали. Это дорогого стоит. И вспомнив вот это, я понял, о чем можно ставить спектакль сегодня осетины. Потому что там, значит, Дегорец и Ронец Кударец попадают на необитаемый остров папуасам, и они учат их говорить по-остински, научили их говорить по-остински, научили остинским традициям, обычаям, научили петь на остинском языке, научили танцевать. И расставаясь, вот когда, значит, уже пароход, спасительный пароход прибывает, чтобы их забрать с необитаемого острова, все эти папуасы выходят провожать, и все, я попросил, ребята, если вы этого не сделаете, если вот не будет этой теплоты расставания, чувственности этой, то, значит, спектакль не получился. И такое расставание получалось. Я еще попросил их назвать название нашего корабля. Один из папуасов кричал: «Профессор Рибалтовский! Рибалтовский!» Да, так наш этот корабль назывался. Якобы кто-то из них, самый продвинутый, научился читать, и он прочитал название корабля. И это такое наложение было. То есть я поставил, вот думаю, что это очень важно, оставлять после себя след хороший. Кстати, об этом еще. Когда мы заканчивали институт, приехал Кобылоев Беларий Мазаевич на сессию, собрал нас в институте всех, и Кобылоев сказал: «Дорогие мои, вы заканчиваете институт. И я хочу, чтобы после вас остался хороший след. Вот каждому из вас будет дан конверт с деньгами». Или с деньгами? С деньгами. И вы на эти деньги оденьтесь красиво, и чтобы вас здесь очень хорошо запомнили и оставили после себя хороший след, чтобы потом, кто сюда будет поступать, я не могу его копировать, потому что я просто копирую его тональность его голоса. Он высоко говорил, высоким голосом. Чтобы те люди, которые будут поступать после вас, им было легко поступать сюда, потому что вы оставите хороший след. Гениально, гениально, просто и гениально. И мы все так шикарно приоделись, все купили себе костюмы, галстуки, рубашки. Мы были самым красивым выпуском
наверное, за историю Щукинского училища. И долгое время до сих пор нас помнят, нашу студию, вспоминают. И я думаю, что ребятам, которые после нас поступали, было намного легче поступать, когда они называли, откуда они, говорили, откуда они. Да, нас знали уже, нас с нашим регионом были знакомы. Мы очень активно участвовали в спектаклях Вахтанговского театра. И в сказках играли, и в спектаклях. Я пришел дать вам волю по Шекшину. Спектакль ставил Ульянов, Михаил Ульянов. Потом «Гибель эскадры». Еще не Рубен Николаевич, а Симонов Евгений Рубенович ставил спектакль. Мы активно участвовали в репертуаре, были заняты в массовых сценах, а в детских спектаклях и роли играли. Так что были рядом, играли с Яковлевым, Лановым, Шалевичем. Мы в одних спектаклях играли с нашими педагогами. Первый диплом мне вручил, актерский диплом мне вручил Смоктуновский Евгений, а актерский Красный. Никак это на жизнь не влияет. Красный или синий, сразу скажу. Но второй, тоже красный, режиссерский, мне вручил Владимир Абрамович Этуш. Никак это на мою творческую судьбу не сказалось, на моей творческой судьбе. Выходи и делай, как в спорте. Ковер покажет. Синий не борется. Если синий не борется, кто ему поможет? Бороться надо, доказывать. Каждым своим спектаклем, каждой своей работой надо доказывать. В Остинском театре представлены все три поколения. И старшее поколение. Я уже почти что отношусь к старшему поколению. Среднее поколение представлено. И младшее поколение у нас очень хорошее. То есть у осетин говорят, если в доме есть старшие, младшие и среднее поколение, и вот у нас все три поколения представлены. У нас хорошая молодежь. У нас достойное старшее поколение, которое многое сделало и еще может сделать для театра. И опытное и работоспособное среднее поколение. Я бы пожелал нашему театру больше человечности, больше доброты, больше понимания, больше соучастия. В театр человек должен идти с радостью. С радостью. В коллективе должна быть дисциплина. Это 100%. Без дисциплины театр – это коллективное дело. Но эта дисциплина, этот диктат должен быть. Должен быть, на этом настаиваю, должен быть добровольным. Я сам знаю, и я сам понимаю, что я должен быть дисциплинирован. И тогда в театре есть совершенно другая атмосфера, есть другое содружество. И я бы хотел, чтобы у нас вот этого доброты и содружества было больше. Это важно для того, чтобы творить, и творческая атмосфера должна быть таковой, в которой мне приятно и находиться, и работать. Я думаю, что на это надо поработать всем, в том числе и мне, как одному из людей, от которых погода в доме зависит. А эти спектакли театра Нарты, когда мистические вещи происходили, поскольку театр Нарты был организован в парке Дворца металлургов на открытом пространстве, и наши спектакли происходили в открытом пространстве, было несколько раз так. Вот сцена, когда погибают воины Аланы в очередном походе, и кони возвращаются без всадников, они были надрессированы, покрытые бурками,
черными, покрытые черными бурками, без всадников, выходят на сцену кони медленно под музыку. И вдруг набегают тучи, разряд, гром, молния, и ветер начинает раскачивать деревья в парке. И собаки, черные собаки, бегут трусцой за конями. И вороны взлетают, и так кар. Ну, это срежиссировать нельзя. И почему я говорю, что это мистика? Видимо, кто-то сверху режиссировал, что именно вот в этой сцене несколько раз всем коллективам театра было замечено вот такое чья-то режиссура. Когда у всех за кулисами волосы дыбом вставали. Вот такие вещи происходили. Вот она и театральная магия, да? То есть вы что-то затронули, наверное, какие-то... Видимо, вот эта энергия, посылаемая... Что-то вы запустили какое-то, да? Вот она, наверное, отзвук оттуда, наверное, мы посылали, наверное, все ждали в этот момент именно вот этого повтора, и это состоялось. Как раньше вызывали наши предки дождь? Собирались в круг, совпайк вот той, и посылали вот эту энергию в космос, и вызывали единый посыл энергии в космос, и вызывали дождь. И это не сказки, это было. И многие вещи делаем в наших традициях, обрядах, уже не осознавая сакральности. Да. И это очень плохо. Это очень плохо. По-моему, вот Штрнахаш и наши общественные организации вот это должны заниматься ликвидацией неграмотности вот этой нашей сакральной. Неграмотности, и чтобы все традиции, наши обычаи, чтобы они были расшифрованы, и вся наша молодежь знала все, что значит каждый обряд. Вот если есть добрая воля, то все проблемы решаемы. Нет такой проблемы, которую нельзя решить, когда есть добрая воля. А если эта добрая воля, она еще и коллективная, то это мощь. Поэтому я никогда не забуду выступление, Гамзатова, Расула Гамзатова в советские времена поздравлял народ с Новым годом. И он сказал так: «Я хочу поздравить с Новым годом всех Советский Союз народ, весь Советский Союз народ. Пускай хорошим людям будет хорошо, а плохим плохо». И вот так сказать в советское время, в коммунистическое время на центральном телевидении, это было шок, это шок был просто. И очень было здорово, что он так сказал. Но я бы редактировал так. Сегодня я бы сказал так: пускай хорошим людям будет хорошо, а плохие становятся хорошими под влияниями хороших людей. А это возможно, если мы, те, которые считают себя, не только считают себя, а что-то делают для добра, если мы все вместе будем, и если вот эта коллективная энергия будет, то мы способны, чтобы плохих людей становилось все меньше и меньше. Мы не имеем права сегодня ставить плохие спектакли. Не имеем права, потому что плохим спектаклем мы от себя людей отпугиваем. А мы должны, наоборот, все больше и больше должно становиться вокруг наших театральных зрителей, потому что Национальный театр – это очаг культуры. Там и песня, там и танец, там и литературный язык, там и наша литература, драматургия – это литература. То есть это наш очаг национальной культуры, это театр, Осетинский театр. И мы не имеем права терять зрителей. Их должно становиться все больше и больше. Есть хорошие обычаи у степных народов. Вот ты видишь, далеко где-то огонь горит. И если ты решил прийти к этому огню и погреться у этого огня, ты должен собрать свою долю дров, принести сюда, к этому костру подсесть, поздороваться с ними, пожелать
здоровья и счастья, и свою долю дров возложить к этому костру. Это очень красивый обычай. И мы тоже должны вот в наш очаг приносить каждый свое полено, каждый свою часть дров, чтобы огонь не гас, а наоборот становился все больше и больше и разгорался. Айвад. Айвад. Вот словосочетание очень красивое. Айвфад. Айв – это красота, а фад – это след. Что значит айвад? Наша культура – это красивый след. Мы работаем на красивый след. А что может быть лучше того, чтобы оставить после себя красивый след? И нам надо всем вместе держаться, чтобы оставить после себя красивый след. Говорить-то легко, а дело делать надо. И дай Бог, чтобы у нас получалось. С высоты более 3000 метров, где скованное холодом время течет медленнее. Сквозь толщу гор каждая капля воды Твау несет частичку первозданной чистоты.